Шайхани передают хадис, внимательно слушаем этот хадис. Этот хадис и предыдущий хадис, это нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил. Мы не должны представлять, приходя сюда, как будто мы попали в какой-то кинотеатр, смотрим внимательно какой-то фильм, закончили, ушли домой. Нет. Это в первую очередь для себя я говорю, ни в коем случае вы не подумайте, что о вас речь идет или о зрителях. Мы должны понять этот хадис и вышесказанные все требования Аллаха, это прямиком касается нас с вами. И каждый хадис, который передает Бухари и Муслим, достоверный хадис пророка, в котором нет никакого сомнения, что пророк, алейхиссалату вассалам, об этом сказал нам. И сомневаться никто не имеет права. И этот хадис касается каждого из нас, сидящих, и тех людей, которые смотрят. Поэтому внимательно слушаем. И мы должны понять смысл этого хадиса. Аятуль мунафики талахун. Признаки лицемера 3 говорит. Лицемер кто такой? Опять же мы представляем это как бы далеко. Это лицемер тот, который где-то гуляет, не заходит в мечеть. Нет, ошибаетесь, братья мои. Мы ошибаемся. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лицемер рядом с пророком сидели. 300 лицемеров было. Они в бой выходили вместе с пророком, алейхиссалату вассалам. Однако они были лицемерами, про которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они в самом дне ада будут на том свете. Эти люди молились. Эти люди общались с пророком, алейхиссалату вассалам. Они даже выходили в бой, представьте себе, но они были лицемерами. И мы не должны никогда думать, что мы спасены от этого. Нет, мы должны всегда думать, чтобы у нас не был этот характер, этот хасият лицемерский. И что говорит пророк, алейхиссалату вассалам, признак мунафика 3. Ида хадата кадаб, когда он что-то говорит, добавляет ложь. Задумаемся, кто из нас правду говорит, когда передает какие-то рассказы. Кто может, как есть, рассказать без добавления от себя? Есть ли этот человек здесь? Навряд ли. Каждый человек, пересказывая какие-то слова, он пытается от себя добавить, дабы приукрасить это. И это есть признак лицемера, братья мои. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, когда обещает, дает какое-то обещание. Эй, брат, придешь, поможешь, сделаешь любая вещь, обещанная вещь. Если человек обещает и противоречит этому обещанию, это признак лицемерия. Сегодня это стало у нас обычаем. Даже если человек пунктуален, над ним насмехаются, говорят, что он пунктуален, как немец говорит. Представляете? Характер мусульмана уподобляет к немцу. Пунктуальность от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло. И мы должны быть пунктуальны во всех. Обещали сделать, мы должны сделать. Обещали прийти, надо прийти. Обещали что-то помочь, надо помочь. И никаких других причин не должны быть, кроме как, которые являются причинами, которые Аллаху субхану ва тааля это принимает. И болезнь бывает там, и другие разные причины есть. А другие какие-то причины не принимаются. Обещал, надо выполнить. И иншаллах, я на прошлых уроках тоже говорил, еще раз повторю. Иншаллах, сказанное слово, это не отговорка. И мы не должны использовать это слово как сорняк. Сегодня часто стало иншаллах говорим и все. А я же сказал иншаллах. Да, в Коране Аллаху субхану ва тааля говорит: «Вала такуланна лишайн инни фаалю залик гадан илля иншаллах». Садакаллаху аль-азим. Вы никогда не говорите, что мы завтра сделаем что-то, кроме как иншаллах не сказав. Но этот иншаллах, нами сказано иншаллах, наоборот должно это слово повлиять, что мы его исполнили, это обещание. И это признак лицемерия, еще раз я повторяю, обещать и не исполнять обещание. وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ, и когда какой-то договор заключает человек, допустим. Очень часто, сегодня имам об этом даже говорил, договор заключаем какие-то, поступает несправедливо по отношению к компаньону. Это тоже признак лицемерия. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
даже если он молится, даже если он постится, даже если он оспаривает, что он мусульманин, этот человек мунафик. У кого эти характеры? 3 характера у кого есть?